Құрметті отандастар, құрметті депутаттар, үкімет мүшелері, баршаңызды жаңа парламенттік маусымның басталуымен құттықтаймын. Біз еліміздің жаңа тарихындағы маңызды белеске жақындап келеміз. 30 жылға жуық уақыт бұрын халқымыз өзінің тәуелсіздігін жариялап, бабаларымыздың асалар бойы аңсаған арманын орындады. Осы уақыт ішінде Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен еліміз әлемдегі беделді әрі орнықты мемлекетке айналды. Баянды бірлігіміздің арқасында тәуелсіздігімізді нығайтып, халқымыздың жағдайын жақсартуға жол аштық. Бұл жасампаздық пен ілгерілеу, бейбітшілік пен келісім кезеңі болды. Еліміздің даму жолын бүкіл әлем мойындап, қазақстандық, яғни Назарбаев моделі деп атады. Қазір бізге тәуелсіздіктің жетістіктерін еселеп, елімізді дамудың жаңа сапалы кезеңіне шығару мүмкіндігі беріліп отыр. Біз бұған елбасы саясатының сабақтастығын сақтап, жүйелі реформалар жүргізу арқылы қол жеткізе аламыз. Өздеріңізге белгілі, осының бәрі менің сайлау алдындағы бағдарламамның негізі болды. Қазір мемлекеттік органдар оның жүзеге асыру үшін тиісті жұмыстар жүргізуде. Мен халыққа берген уәделерімді міндетті түрде орындаймын. В нашей работе следует исходить из необходимости полной реализации 5 институциональных реформ и плана нации, разработанных Елбасы. Следует возобновить работу созданной им Национальной комиссии по модернизации. Далее хотел бы высказать свои соображения по реализации наших общих задач, в частности, моей предвыборной платформы. Современное эффективное государство. Обещанная мной политическая трансформация будет постепенно и неуклонно осуществляться с учетом интересов нашего государства и народа. Мировой опыт свидетельствует о том, что взрывная, бессистемная политическая либерализация приводит к дестабилизации внутриполитической ситуации и даже к потере государственности. Поэтому мы будем осуществлять политические реформы без забегания вперед, но последовательно, настойчиво и продуманно. Наш фундаментальный принцип – успешные экономические реформы уже невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны. Сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство – это еще не свершившийся факт, а цель, к которой мы должны двигаться ускоренными темпами. Эта формула политической системы является основой стабильности государства. Наша общая задача – воплотить в жизнь концепцию слышащего государства, которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан. Только путем постоянного диалога власти и общества можно построить гармоничное государство, встроенное в контекст современной геополитики. Поэтому необходимо поддерживать и укреплять гражданское общество, вовлекать его в обсуждение наиболее актуальных общегосударственных задач с целью их решения. Именно для этого создан представительный по своему составу Национальный совет общественного доверия, который будет работать по ротационному принципу. В ближайшее время всем нам предстоит осуществить следующие меры. Первое. Продолжить процесс партийного строительства. Партия Нур Отан, благодаря нашему лидеру и ее председателю Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, последовательно выполняет нелегкую и ответственную миссию ведущей политической силы страны. Мы должны сотрудничать и с другими политическими партиями и движениями, проводящими конструктивную политику на благо общества. Основные проблемы, волнующие наше общество, должны обсуждаться
и находить свое решение именно в парламенте и в рамках гражданского диалога, но не на улицах. Депутаты могут и должны пользоваться своими законными правами, в том числе направляя запросы в правительство по злободневным проблемам и требуя от него принятия конкретных мер. В то же время отношения между законодательной и исполнительной властями должны быть взаимоуважительными, деловыми, без искусственной конфронтации. Как глава государства вижу свою задачу в том, чтобы содействовать развитию многопартийности, политической конкуренции и плюрализма мнений в стране. Это важно для стабильности политической системы в долгосрочной перспективе. Предстоящие выборы в Маджлис, парламента и маслихаты должны способствовать дальнейшему развитию многопартийной системы в стране. Второе. Эффективная обратная связь с населением. Общественный диалог, открытость, оперативное реагирование на нужды людей являются главными приоритетами в деятельности государственных органов. В администрации президента создан отдел, который будет следить за качеством рассмотрения госорганами обращений граждан, принимать по ним оперативные меры. Зачастую люди вынуждены обращаться к президенту вследствие глухоты и закрытости чиновников в центре и на местах. Неоднократные жалобы на несправедливость решений в какой-то сфере означают системные проблемы в конкретном госоргане или регионе. Теперь к этому следует относиться именно так и принимать соответствующие решения. С целью повышения эффективности работы госслужащих нужно привлечь в их ряды подготовленные молодые кадры. В то же время, начиная с 2020 года, мы приступим к постепенному сокращению численности государственных служащих, а высвободившиеся средства направим на материальное стимулирование наиболее полезных работников. К 2024 году количество госслужащих и работников нацкомпании следует сократить на 25%, то есть на четверть. Третье. Совершенствование законодательства о митингах. Согласно Конституции, наши граждане обладают правом свободного волеизъявления. Если мирные акции не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу и в установленном под законом порядке давать разрешение на их проведение, выделять для этого специальные места, причем не на окраинах городов. Но любые призывы к неконституционным действиям, хулиганские акции будут пресекаться в рамках закона. Төртінші, қоғамдық келісімді нығайту. Әлеуметтік және этникалық топтар арасындағы келісім бүкіл қоғамның бірлескен еңбегінің нәтижесі. Осыған орай саяси үрдістерді саралап, бірлігімізді нығайта түсу үшін нақты шаралар қабылдау керек. Қазақ халқының мемлекет құраушы ұлт ретіндегі рөлін бекемдеп, этносаралық татулық пен дінаралық түсіністікті қалыптастыра беруіміз қажет. Біздің ұстанымыз ел бірлігі оның әр алуандығында, единство нации в ее многообразии. Еліміздегі этникалық топтардың тілі мен мәдениетін дамытуға жағдай жасай береміз. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі күшейіп, ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезеңі келеді деп есептеймін. Бірақ мұндай дәрежеге жету үшін бәріміз даңғаза жасамай, жұмыла жұмыс жүргізуіміз керек. Сондай-ақ тіл үлкен саясаттың құралы екенін де ұмытпаған жөн. Белсенді азаматтық қоғам құру үшін үкіметтік емес ұйымдардың беделін арттыру қажет деп санаймын. Сондықтан жақын арада азаматтық қоғамды дамытудың 2025 жылға дейінгі тұжырымдамасын әзірлеп қабылдауымыз керек. Келер жылы аталып өтетін маңызды мерейтойлар мен елеулі оқиғаларға дайындық жұмыстары басталды. Ендігі жылы бәріміз Әл-Фарабидің 1150 жылдық, Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойларын атап өтеміз. Мерейтой барысында
ысырапшылдыққа жол бермей, ғұлама тұлғаларымыздың еңбектерін халық арасында дәріптеуіміз керек. Сондай-ақ ең маңызды мерекеге тәуелсіздіктің 30 жылдығына байланысты тиісті іс-шараларды іске асыруымыз қажет. Ел өміріндегі осындай елеулі оқиғалар жас ұрпақты нағыз отаншылдыққа тәрбиелеуге жол ашады деп сенемін. Обеспечение прав и безопасность граждан. Ключевым фактором усиления защиты прав граждан и их безопасности являются глубокие реформы судебной и правоохранительной систем. Необходимо осуществить ряд серьезных мер по улучшению качества судебных решений. Право судьи на вынесение решения, исходя из закона и внутренних убеждений, остается незыблемым. Однако следует провести тщательный анализ судебных решений, обеспечить единообразие судебной практики в публично-правовых спорах при обжаловании решений и действий органов власти. Граждане зачастую находятся в неравных условиях. Их возможности несоизмеримы с ресурсами госаппарата. Поэтому необходимо внедрение административной юстиции как особого механизма разрешения споров, нивелирующего эту разницу. Впредь при разрешении споров суд будет вправе инициировать сбор дополнительных доказательств, ответственность за сбор которых ляжет на государственный орган, а не на гражданина или бизнес. Все противоречия, неясности законодательства должны трактоваться в пользу граждан. Хотел бы также остановиться на следующем важном вопросе. Мы отошли от чрезмерных репрессивных мер и жесткой карательной практики правосудия. Вместе с тем в стране все еще имеют многочисленные тяжкие преступления. Мы увлеклись гуманизацией законодательства, при этом упустив из виду основополагающие права граждан. Нужно в срочном порядке ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, особенно против детей. Это мое поручение парламенту и правительству. Недавние трагические события вскрыли и проблему браконьерства как опаснейшей формы организованной преступности. Браконьеры экипированы, вооружены, чувствуют свою безнаказанность. Только в этом году от их рук погибли 2 инспектора по охране животного мира. Недавно была пресечена преступная деятельность банды браконьеров на озере Мархакөл в Восточно-Казахстанской области. Это только единичные случаи. Но браконьерство пустило глубокие корни, в том числе при попустительстве правоохранительных органов. Браконьеры безжалостно уничтожают природу, наше национальное богатство. Поручаю правительству в течение 2 месяцев принять безотлагательные меры по ужесточению соответствующего законодательства. С повестки дня не сходит вопрос системной борьбы с коррупцией. Необходимо восстановить антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов центральных и местных органов с участием экспертов и общественности. Следует законодательно и нормативно регламентировать ответственность первого руководителя ведомства, в котором произошло коррупционное преступление. Надо также предусмотреть строгую ответственность сотрудников самих антикоррупционных органов за незаконные методы работы и провокационные действия. Им не должно быть места в следственной практике. Принцип презумпции невиновности должен соблюдаться в полном объеме. Одной из самых актуальных задач остается полноценная реформа правоохранительной системы. Образ полиции как силового инструмента государства будет постепенно уходить в прошлое. Она станет органом по оказанию услуг гражданам для обеспечения их безопасности. На первом этапе необходимо до конца 2020 года реорганизовать работу Комитета административной полиции, сделать это качественно и без компанейщины. Эффективность работы полицейских зависит от престижа самой полицейской службы. На реформу МВД будет направлено 173 миллиарда тенге в течение 3 следующих лет. Эти средства пойдут на повышение заработной платы, аренду жилья, создание современных фронт-офисов, полиции по принципу ЦОНов. Особое внимание будет обращено на вопросы защиты граждан от природных явлений
и техногенных аварий, которые, к сожалению, стали частым явлением не только в нашей стране, но и во всем мире. В этой сфере должны работать профессиональные кадры. Поручаю правительству повысить оклады сотрудников гражданской защиты в рамках средств, выделяемых на реформу МВД, и направить на эти цели порядка 40 миллиардов тенге. Перед нами стоит задача формирования боеспособной армии на основе новой концепции. События в Арысе показали, что в вооруженных силах накопились серьезные проблемы. Нужно, наконец, упорядочить все военные расходы, укрепить финансовую и общую дисциплину в армии. В то же время следует повышать престиж военной службы, материальное оснащение вооруженных сил, укомплектованное профессионально подготовленными, преданными Родине офицерскими кадрами и военнослужащими, наша армия должна быть готова к отражению угроз безопасности страны в новых геополитических реалиях. Қарқынды дамыған және инклюзивті экономика. Қазақстан экономикасы жаһандық сипаттағы қиындықтарға қарамастан алға ілгерілеп келеді. Жыл басынан бері оның өсімі орташа әлемдік көрсеткіштен жоғары болды. Егер қажетті құрылымдық өзгерістерді жүзеге асырсақ, 2025 жылға қарай ішкі жалпы өнімнің жыл сайынғы тұрақты өсімін 5%-ға және одан да жоғары деңгейге жеткізуге болады. Экономиканың дамуына тың серпін беру үшін үкімет пен президент әкімшілігі отандық және шетелдік сарапшылардың барлық жұмыстарын мұқият саралауы қажет. Елбасы ұсынған 2050 жылға дейінгі ұзақ мерзімді даму стратегиясына және ұлт жоспарына сәйкес бірқатар құрылымдық міндеттерді іске асыруымыз керек. Бірінші, шикізатқа байланған менталитеттен бас тартып, экономиканы әртараптандыру. Білім экономикасы, еңбек өнімділігін арттыру, инновацияны дамыту, жасанды интеллекті жаһандық дамудың негізгі факторларына айналды. Индустрияландырудың 3-ші 5 жылдығын жүргізу барысында бұрын жіберілген қателіктер мен олқылықтарды ескеруіміз керек. Бұл мәселелер бойынша менің барлық тапсырмаларымды, ескертпелерімді үкімет толық орындауға міндетті. Еңбек өнімділігінің нақты өсімін кем дегенде 1,7 есеге арттыруымыз керек. Елімізді өңірдегі көшбасшы ретінде танытып, орталық Азиядағы беделімізді арттыру стратегиялық міндет. Бұл елбасы айқындаған саяси бағыт-бағдарымыз. Второе. Повышение отдачи от квазигосударственного сектора. Наши государственные компании превратились в громоздкие конгломераты, это надо признать, международная конкурентоспособность которых вызывает сомнения. В целях сокращения неоправданного присутствия государства в экономике мною было принято решение о введении моратория на создание квазигосударственных компаний. Нам нужно понять, каков реальный вклад Фонда национального благосостояния в рост благосостояния народа за прошедшие 14 лет с момента создания фонда. Правительство вместе со счетным комитетом в 3-месячный срок должны провести анализ эффективности государственных холдингов и национальных компаний. Квазигосударственные компании зачастую конкурируют между собой на одном поле. В сфере жилищной политики, например, одновременно работают 7 государственных операторов, и это только на центральном уровне. Количество государственных компаний можно и нужно сократить. При этом следует аккуратно подходить к деятельности государственных компаний, работающих в стратегических секторах. Контроль государства над ними должен сохраниться. В противном случае вместо государственных монополистов мы получим частных монополистов со всеми вытекающими отсюда последствиями. Правительству необходимо системно и предметно заниматься вопросами ценообразования и тарифов. Это касается и товаров, услуг, естественных монополистов. Не секрет, что цены в нашей стране высокие, от продуктов питания и одежды до стоимости различных услуг. Например, вызывают вопросы, почему авиабилеты основного авиаперевозчика по наиболее востребованным маршрутам гораздо дороже, порой до 30% дороже, чем в Европе.
Чем обоснована сравнительно высокая стоимость услуг наших аэропортов? Почему стоимость авиатоплива для иностранных перевозчиков в казахстанских аэропортах выше, чем для отечественных? В результате авиационная отрасль Казахстана теряет свою международную конкурентоспособность, снижается транзитный потенциал страны. При попустительстве профильного министерства ведомства создан искусственный дефицит билетов в железнодорожных пассажирских перевозках. Необходимо срочно навести порядок в этих сферах. Наша цель – обеспечить полноценное развитие рыночных институтов и механизмов при стабилизирующей роли государства. При этом нельзя забывать и об экономике простых вещей. Это приоритетное направление нашей работы. Үшінші, тиімді шағын және орта бизнес қала мен ауылды дамытудың берік негізі. Шағын, әсіресе микробизнес, еліміздің әлеуметтік, экономикалық және саяси өмірінде маңызды рөл атқарады. Атап айтқанда, ең алдымен ауыл тұрғындарына тұрақты жұмыс береді, жұмыссыздықты азайтады. Сонымен қатар салық базасын құрап, жергілікті бюджетті нығайтады. Сондай-ақ жаппай кәсіпкерлікті дамыту санаға сіңген патерналистік пиғыл мен масылдықтан арылуға мүмкіндік береді. Сондықтан мемлекет алдағы уақытта да бизнеске қолдау көрсете береді. Бұл мақсатқа ұлттық қордан 100 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінді. Бірақ сарапшылардың пікірінше, қаржылай қолдаудың игілігін жергілікті билікпен байланысы бар шаруашылықтар ғана көріп отыр. Шын мәнісінде жаңа жобалар бойынша компаниялар құрылып, жұмыс орындары ашылуы керек еді. Бұл қарапайым заттардың экономикасына тікелей байланысты. Бірақ жергілікті әкімдер ұйымдастыру жұмыстарын талапқа сай орындамаған. Соның салдарынан салық және зейнетақы төлемдерін арттырып, жергілікті бюджетті нығайтуға жағдай жасалып отырған жоқ. Осыған орай, есеп комитетіне және қаржы министрлігіне қаражаттың жұмсалуын қатаң бақылауға алуды тапсырамын. Елімізде кәсіпкерлікті дамытудың үлгі боларлық мысалдары жеткілікті. Біз шағын кәсіпкерлікті бүкіл қоғам болып қолдауымыз керек. Поручаю правительству разработать законодательную основу освобождения компаний микро и малого бизнеса от уплаты налога на доход сроком на 3 года. Соответствующие поправки в законодательство должны вступить в силу с 2020 года. С января 2020 года вступит в силу мое решение о 3-летнем запрете на проверки субъектов микро и малого бизнеса. Мы верим в добропорядочность и законопослушность нашего бизнеса, который должен нести ответственность перед потребителями и гражданами. В период действия моратория необходимо активизировать инструменты саморегулирования, общественного контроля. В случаях нарушения субъектами бизнеса предписанных норм и правил, особенно в санитарно-эпидемиологической сфере, такие компании будут закрываться, их владельцы привлекаться к ответственности. Таким образом, мы снижаем нагрузку на бизнес. В то же время он по-прежнему наталкивается на многочисленные проблемы, связанные с действиями правоохранительных и контролирующих органов. Участились случаи рейдерства в отношении малого и среднего бизнеса. Моя позиция по этому вопросу известна. Любые попытки воспрепятствовать развитию бизнеса, особенно малого и среднего, должны рассматриваться как преступление против государства. В этой связи нужны дополнительные меры законодательного характера. Парламент и правительство должны предложить решение данной проблемы. В то же время необходимо усилить противодействие теневой экономике, ужесточить борьбу с выводом капиталов, уходом от уплаты налогов. Далее. Систему государственной финансовой поддержки малого и среднего бизнеса нужно перезагрузить, отдавая приоритет новым проектам. Поручаю правительству в рамках новой дорожной карты бизнеса выделить на эти цели дополнительно 250 миллиардов тенге в следующие 3 года. Нужно активно внедрять новые формы поддержки бизнеса с упором на социальные аспекты, создание семейных бизнесов, в первую очередь для многодетных и малообеспеченных семей. Следует обратить особое внимание на развитие туризма.
в особенности эко- и этнотуризма, как на важную сферу экономики. 750-летие Золотой Орды нужно отметить с точки зрения привлечения внимания туристов к нашей истории, культуре, природе. Для развития туризма важно обеспечить строительство необходимой инфраструктуры, в первую очередь дорог, а также готовить квалифицированных специалистов. Четвертое. Поддержка национального бизнеса на международных рынках. Предстоит решительно повысить эффективность господдержки компаний, работающих на экспорт. Я говорю прежде всего о среднем бизнесе. Между тем, у нас отсутствуют действенные меры государственной поддержки именно этого сегмента. Прежде всего, в области сбыта продукции нужно поддержать наш средний бизнес. Поручаю правительству в рамках госпрограммы индустриально-инновационного развития разработать комплекс мер по поддержке высокопроизводительного среднего бизнеса, включая налоговое, финансовое, административное стимулирование. Необходимо серьезно активизировать работу по привлечению прямых иностранных инвестиций, без которых резервы дальнейшего роста экономики будут ограничены. Это одна из приоритетных задач исполнительной власти. В рамках стратегического плана развития Казахстана до 2025 года для каждой отрасли и региона установлены соответствующие целевые показатели. Их достижение – прямая ответственность руководителей госорганов, особенно акимов регионов. Казахстан взял курс на развитие цифровой экономики. Здесь предстоит большая работа. Наша задача – усилить лидерство в регионе по уровню развития инфокоммуникационной инфраструктуры. Правительству предстоит адаптировать законодательство под новые технологические явления – 5G, умные города, большие данные, блокчейн, цифровые активы, новые цифровые финансовые инструменты. Казахстан должен стать брендом в качестве открытой юрисдикции для технологического партнерства, строительства и размещения дата-центров, развития транзита данных, участия в глобальном рынке цифровых услуг. Правительству следует продолжать оказывать содействие деятельности Международного финансового центра, который, по сути, приобрел конституционный статус. Международный финансовый центр «Астана» мог бы стать платформой для развития новейших цифровых технологий совместно с Назарбаев университетом. Пятое. Развитый агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство – наш основной ресурс, но он используется далеко не в полной мере. Мы имеем значительный потенциал для производства органической, экологически чистой продукции, востребованной не только в стране, но и за рубежом. Мы должны поэтапно увеличить количество орошаемых земель до 3 миллионов гектаров к 2030 году. Это позволит обеспечить рост объема сельхозпродукции в 4,5 раза. Министерством торговли и интеграции, сельского хозяйства следует решительно поддержать фермеров со сбытом их продукции на внешних рынках. Соответствующее поручение правительство уже имеет. Это приоритетная задача. Далее. Нужно отходить от сырьевой направленности экспорта сельхозпродукции, которая достигла 70%, в то время как перерабатывающие предприятия загружены всего на 40%. Актуальной задачей является привлечение в сельское хозяйство иностранных инвесторов. Переговоры уже ведутся. Правительству нужно достичь конкретных результатов. Жұртшылықты толғандырып жүрген жер мәселесіне арнайы тоқталғым келеді. Мемлекет басшысы ретінде тағы да мәлімдеймін. Жеріміз шетелдіктерге сатылмайды, оған жол берілмейді. Бұл мәселе бойынша қауесет таратуды доғару керек. Бірақ жерді тиімді пайдалануды қамтамасыз ету біздің міндетіміз. Вопрос неэффективного использования земельных ресурсов становится все более актуальным. Положение усугубляется низким уровнем прямых налогов на землю. Многие из тех, кто получил бесплатно от государства право аренды на землю, держат землю впрок, не работая на ней. В стране сложился целый слой так называемых латифундистов. Они ведут себя как собака на сене. Пора приступить к изъятию неиспользуемых сельхозземель. Земля – наше общее богатство и должна принадлежать тем, кто на ней работает. Правительству и парламенту следует предложить соответствующие механизмы. Это тем более важно,
что без решения этого вопроса уже невозможно качественное развитие отечественного АПК. Сегодня увеличение производства мяса упирается не столько в проблему маточного поголовья, сколько в проблему нехватки у фермеров земли для выращивания кормовых культур. Обеспеченность кормами составляет менее 60%. Повышение продуктивности сельского хозяйства невозможно без организации надлежащих условий для качественной жизни на селе. Мы продолжим реализацию специального проекта Елбасы АУЛ Ел БСГ. Нам предстоит решить крайне непростую проблему содержания небольших населенных пунктов. Разработаны региональные стандарты, которые теперь следует внедрить в более чем 3000 опорных и спутниковых сельских населенных пунктах. Поручаю правительству направить на реализацию АУЛ Ел БСГ 90 миллиардов тенге в следующие 3 года, дополнительно к 30 миллиардам тенге, выделенным в этом году. Эти средства пойдут как на решение инфраструктурных вопросов, транспорт, водоснабжение, газификация, так и на ремонт, строительство школ, больниц, спортивных площадок. Расходование данных средств должно быть на строгом контроле всех госорганов. Шестое. Справедливое налогообложение и разумное финансовое регулирование. Несмотря на рост ВВП и доходов населения, имущественное расслоение внутри казахстанского общества сохраняется и даже усиливается. Это тревожный фактор, требующий к себе особого внимания. Считаю, что необходимо модернизировать налоговую систему с фокусом на более справедливое распределение национального дохода. Правительство должно обратить внимание и на растущий объем социальных отчислений. С одной стороны, эти сборы обеспечивают стабильность социальной и пенсионной систем. Однако есть риски, что работодатели утратят стимулы к созданию рабочих мест и повышению заработной платы. Бизнес будет уходить в тень. Поэтому поручаю правительству отложить введение дополнительных пенсионных отчислений в размере 5% до 2023 года. Затем вернемся к этому вопросу. За это время правительство, представители бизнеса и эксперты должны просчитать варианты и прийти к согласованному решению с учетом интересов как будущих пенсионеров, так и работодателей. Правительство должно наложить запрет на все выплаты, не предусмотренные налоговым кодексом. Это, по сути, дополнительные налоги. Отдельная проблема – повышение качества текущей налоговой системы. Она должна стимулировать компании, инвестировать в человеческий капитал, в повышение производительности труда, техническое перевооружение, экспорт. Следует повсеместно вводить безналичные платежи, устранив сдерживающий фактор – высокую комиссию банков. Для этого необходимо активно развивать небанковские платежные системы с соответствующими правилами регулирования. При очевидной простоте и привлекательности данного сегмента он не должен превратиться в канал по отмыванию денег и вывода капитала из страны. Национальному банку следует наладить действенный контроль в этой сфере. Следующий вопрос. Для поддержки экспорта несырьевой продукции предстоит рассмотреть вопрос применения более простых и быстрых процедур возврата НДС. Один из самых проблемных вопросов нашей экономики – недостаточный объем ее кредитования. За последние 5 лет общий объем кредитования юридических лиц, а также малого и среднего бизнеса сократился более чем на 13%. Банки второго уровня ссылаются на дефицит хороших заемщиков и закладывают чрезмерные риски в стоимость кредитных средств. Проблема качественных заемщиков, конечно, есть, но нельзя заниматься перекладыванием ответственности, идти только по легкому пути. Я ожидаю слаженной и эффективной работы правительства и Нацбанка по этому вопросу. Другая проблема – закредитованность, особенно социально уязвимых слоев населения, повлекла за собой необходимость принятия экстренных мер. Вы об этом знаете. Эта проблема приобрела социальную и политическую остроту. Поэтому поручаю правительству, Нацбанку в течение 2 месяцев подготовить к внедрению механизмы, которые гарантированно не допустят повторения такого положения. Недостаточная эффективность денежно-кредитной политики становится одним из тормозов экономического развития страны. Следует обеспечить кредитование бизнеса банками второго уровня на приемлемых условиях и на длительный срок.
Нацбанку до конца года необходимо завершить независимую оценку качества активов банков второго уровня. Жетінші, ұлттық қорды тиімді пайдалану мәселесі. Ұлттық қор қаражатының ағымдағы мәселелерді шешуге жұмсалуын қысқарту қажет. Бұл келешек ұрпақтың қаржысы. Ұлттық қордың трансферттері бәсекеге қабілетті экономиканы қалыптастыруға бағытталған бағдарламаларды және жобаларды жүзеге асыру үшін ғана бөліну керек. Кепілдендірілген трансферт көлемі 2022 жылдан бастап бірте-бірте 2 триллион теңгеге дейін азаюы тиіс. Қор қаржысын пайдаланудың анағұрлым тиімді инвестициялық саясатын жүргізген жөн. Үкіметке ұлттық банкпен бірлесіп, жыл соңына дейін ұлттық қордың қаржысына иелік етуді жетілдіру үшін нақты ұсыныстар әзірлеуді тапсырамын. 8. Еңбек ақы төлеу деңгейін арттыру. Кен өндіру саласындағы ірі кәсіпорындардың табысы артқанымен, азаматтарымыздың жалақысы айтарлықтай өспегенін көріп отырмыз. Халықтың әлеуметтік жағдайы туралы айтылып отырғандықтан, үкімет бұл мәселеге қатысты табандылық танытуы керек. Үкіметке еңбек ақы төлеу қорын арттыру үшін жұмыс берушілерді ынталандыру мәселесін пысықтауды тапсырамын. Әлеуметтік жаңғырудың жаңа кезеңі. Еліміздің бюджеті екі негізгі мақсатқа бағытталуы тиіс. Экономиканы дамыту және әлеуметтік мәселелерді шешу. Әлеуметтік салада мынадай бағыттарға баса мән беру керек. Бірінші, білім беру сапасын жақсарту. Біздің елімізде еңбек ресурстарының балансын есепке алудың тиімді әдістемесі әлі күнге дейін әзірленген жоқ. Шын мәнінде мамандар даярлаудың отандық жүйесі нақты еңбек нарығынан тыс қалған. Жыл сайын 21 мыңға жуық мектеп түлегі кәсіби және жоғары оқу орындарына түсе алмай қалады. Жастардың бұл тобы жұмыссыздар мен маргиналдардың негізін құрайды. Олар амалының жоқтығынан қылмыстық және экстремистік ағымдардың ықпалына түседі. Біз оқушылардың қабілетін айқындап, кәсіби бағыт-бағдар беру саясатына көшуіміз қажет. Бұл саясат орта білім берудің ұлттық стандартының негізі болуы тиіс. Экономикамызда техника саласының мамандарына сұраныс өте жоғары. Бірақ мүмкіндіктер аз. Кәсіпорындар тиісті мамандарды шетелден шақыруға мәжбүр. Осындай келеңсіз жағдайды жедел түзетуіміз керек. Қала мен ауыл мектептері арасындағы орта білімнің сапасы алшақтап барады. Негізгі мәселе ауылдық жерлердегі білікті педагог кадрлардың тапшылығы. Сондықтан дипломмен ауылға бағдарламасының аясын кеңейтіп, жұмысты жаңа деңгейде жалғастыруымыз қажет. Үкіметке келесі жылдан бастап осы бағдарламаны қаржыландыруды 20 миллиард теңгеге жеткізуді тапсырамын. Дарынды ауыл жастарын іріктеп, отандық және шетелдік жоғары оқу орындарына дайындау керек. Аз қамтылған және көп балалы отбасыларды қолдау үшін үкіметке дарынды баланың қабілетін дамытудың жол картасын әзірлеуді тапсырамын. Үкімет пен әкімдер осындай балалардың үйірмелер мен орталықтарға, жазғы лагерлерге бару үшін мүмкіндік жасауы керек. Енді жоғары білімнің сапасына жеке тоқталғым келеді. Өз түлектерін жұмыспен қамту жағынан еліміздегі жоғары оқу орындарының жартысы ғана 60% деңгейге қол жеткізіп отыр. Сондықтан олардың санын қысқарту мәселесін қарау керек. Терең білім берудің орнына диплом сатумен айналысқан университеттеріміз бар екенінде жасырын емес. Бірінші кезекте соларға тыйым салу арқылы біз оқу орындарындағы білім беру сапасын арттыруға күш саламыз. Білім саласына қатысты тағы бір мәселе қаржыландырудың біркелкі болмауы және өңірлік басқарудың қазіргі жүйесінің тиімсіздігі. Білім бөлімдерін басқару және бюджет қаржысын әкімшілендіру функцияларын аудандық деңгейден облыстық деңгейге беру керек. Білім берудің барлық деңгейінде дербес қаржыландыру тәртібін енгізу қажет. Тағы бір өзекті мәселе бұл оқулық сапасының төмендігі. Оқушыларды сапалы оқулықтармен қамтамасыз ету тиісті министрліктің тікелей міндеті. Мұғалімдер мен оқытушылардың әлеуметтік жағдайын жақсартпасақ,
бұл шаралар жүзеге аса қоймайды. Сондықтан мен тамыз конференциясында алдағы 4 жыл ішінде мұғалімдердің еңбек ақысын 2 есе арттыруды тапсырдым. Бұл келесі жылдан бастап ұстаздардың жалақысы 25%-ға өседі деген сөз. Особого внимания требует ситуация в науке. Без нее мы не сможем обеспечить прогресс нации. Другое дело, насколько качественна и эффективна наша наука. Правительству следует рассмотреть данную проблему под углом зрения повышения уровня научных исследований и их применения на практике. Второе. Поддержка института семьи и детства, создание инклюзивного общества. Вопросы защиты прав ребенка, противодействия бытовому насилию должны быть нашим приоритетом. Следует целенаправленно заняться проблемой высокой суицидальности среди подростков. Нам предстоит создать целостную программу по защите детей, пострадавших от насилия, а также их семей. Особое внимание должно уделяться семьям, у которых на попечении находятся дети с ограниченными возможностями. Только по официальной статистике на учете по инвалидности состоит более 80 тысяч детей. Правительству следует разработать меры по улучшению медицинского социального сопровождения детей с диагнозом ДЦП. Необходимо расширить сеть малых и средних центров реабилитации для детей в шаговой доступности. Мы обязаны создавать равные возможности для людей с особыми потребностями. Я говорил об этом в рамках своей предвыборной платформы. Теперь поручаю правительству выделить на данные цели не менее 58 миллиардов тенге в течение 3 лет. Особого внимания требуют вопросы укрепления здоровья нации. Важно развивать массовый спорт среди всех возрастных групп населения. Нужно обеспечить максимальную доступность спортивной инфраструктуры для детей. Развитие массовой физической культуры должно стать пирамидой, на вершине которой будут новые чемпионы, а у ее основания мы получим здоровую, активную молодежь и в конечном счете сильную нацию. Необходимо законодательное обеспечение этого курса, а также принятие комплексного плана по развитию массового спорта. 2020 год объявлен годом волонтера. Актуальная задача – расширить участие граждан, особенно молодежи, студентов и учащихся в добровольческой деятельности, привить им навыки активной жизненной позиции. Это важная составляющая часть нашей работы по укреплению гражданского общества. Третье. Обеспечение качества доступности медицинских услуг. Здесь дают о себе знать региональные дисбалансы в показателях здоровья населения, особенно по материнской и младенческой смертности. Да, этот показатель снижается, но все еще высок и значительно превышает уровень развитых стран. Правительству предстоит создать перечень приоритетов для каждого региона по конкретным нозологиям в медицине и внедрить бюджетное финансирование на его основе. С 1 января 2020 года в Казахстане запускается система обязательного социального медицинского страхования. Хочу донести до каждого. Государство сохраняет гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. На его финансирование будет направлено более 2,8 триллионов тенге в течение следующих 3 лет. В свою очередь, реализация обязательного социального медицинского страхования призвана улучшить качество и доступность медицинских услуг. В рамках 3-летнего бюджета будет направлено дополнительно более 2,3 триллионов тенге на развитие системы здравоохранения. Правительству нужно предельно ответственно подойти к вопросу реализации социального медстрахования во избежание его очередной дискредитации. Права на ошибку у нас уже нет. Төртінші. Мәдениет қызметкерлерін қолдау. Біз мәдениет саласында жұмыс істейтін азаматтарға жеткілікті түрде көңіл бөлмей отырмыз. Бұл ең алдымен кітапхана, музей, театр қызметкерлеріне қатысты мәселе. Олардың еңбек ақысы соңғы жылдары мүлде көбейген жоқ. Соның салдарынан мәдениет қызметкерлері, әсіресе жас мамандар, жеңілдігі бар тұрғын үй бағдарламаларына қатыса алмайды. Мұндай ахуал осы кәсіптің беделін түсіріп, лайықты кадрлардың тапшылығы айқын сезілуде. Келесі жылдан бастап үкімет мәдениет қызметкерлерінің еңбек ақысын көбейтуі тиіс.
сондай-ақ білім беру және денсаулық сақтау салаларындағы міндетті әлеуметтік жеңілдіктер мәдениет саласының өкілдеріне де берілуі керек. Пятое. Дальнейшее развитие системы социальной поддержки. Государством предпринимаются все меры для поддержки нуждающихся граждан, но ряд принятых решений были не совсем выверены. В результате мы получили серьезный рост патерналистских настроений. За 5 лет численность получателей адресной социальной помощи в Казахстане выросла с 77 тысяч человек до более чем 1,5 миллиона человек. Объем выделяемых из бюджета средств на социальную поддержку с 2017 года увеличился в 17 и более раз. Другими словами, все больше людей предпочитают не работать, либо, что еще хуже, утаивать свои доходы для получения социальной помощи. Факты получения социальной помощи состоятельными семьями освещались в средствах массовой информации. Еще раз отмечу, наше государство по Конституции является социальным и поэтому должно выполнять свои обязательства перед гражданами. Правительство в своей работе обязано исходить из этого принципа, а резервы необходимо находить за счет сведения на нет всех неэффективных расходов и повышения доходов. Такие резервы, безусловно, имеются. Министерство финансов проводит работу по увеличению доходов, но нужны дополнительные усилия, например, в отношении таможни. Елбасы на заседании Политсовета партии Нур-Отан обратила особое внимание на упорядочение процесса государственных закупок. Министерство финансов приступило к оптимизации закупок, но требуются меры законодательного характера. Госзакупки таят в себе огромный резерв, по некоторым подсчетам до 400 миллиардов тенге в год, который мог бы пойти на решение острых социальных вопросов. В 2018 году объем госзакупок составил 4,4 триллионов тенге, из которых 3,3 триллионов тенге или 75% осуществлены неконкурентным способом из одного источника. Пора закрыть эту кормушку для чиновников и разного рода прилипал. Возвращаясь к адресной социальной помощи, правительству следует скорректировать механизм ее выделения, чтобы она стала прозрачной, справедливой, мотивировала к труду, а не к праздному образу жизни. Помощь в основном должны получать те, кто трудится. В то же время нужно позаботиться о детях из малообеспеченных семей. Для них необходимо ввести гарантированный социальный пакет, регулярную помощь детям дошкольного возраста, бесплатное горячее питание для всех школьников, обеспечение их учебными принадлежностями и формой, оплату медицинской, в том числе стоматологической помощи, возмещение затрат на проезд в общественном транспорте. Все эти меры должны вступить в действие с 1 января 2020 года. Правительству совместно с Атамекен предстоит срочно, в течение месяца, разработать специальную программу вовлечения многодетных матерей в микро- и малый бизнес, в том числе на дому. Шестое. Отдельно хочу обратить внимание на развитие отечественной пенсионной системы, в которой накопились серьезные проблемы. На текущий момент проблема недостаточности пенсионных сбережений не столь ощутима. Однако уже через 10 лет ситуация может измениться. Количество работающих граждан, производящих пенсионные накопления, заметно уменьшится, в то время как количество пенсионеров возрастет. При этом уровень накопления инвестиционных доходов, получаемых с пенсионных активов, остается низким. Поэтому правительству совместно с Национальным банком следует провести серьезную работу по повышению эффективности пенсионной системы. Сейчас работающему человеку пользоваться пенсионными накоплениями можно только после выхода на пенсию. Но понятно желание людей использовать эти средства еще до выхода на пенсию. Поэтому поручаю правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений, например, для покупки жилья или получения образования. В целях оптимизации затрат и улучшения качества инвестиционного управления активами правительству поручается изучить вопрос консолидации внебюджетной системы.
социального обеспечения путем создания единого социального фонда и введения одного социального платежа. Сильные регионы – сильная страна. Об этом говорилось в моей предвыборной платформе. В этом направлении нужно сосредоточиться на следующих задачах. Первое – повышение эффективности работы местных органов власти. У людей всегда должен быть доступ к местным властям. Это аксиома, но не реальность. Считаю возможным в качестве пилотного проекта внедрить систему оценки населением эффективности работы местной власти. Например, если в результате опроса или онлайн-голосования более 30% жителей считают, что аким города или села неэффективен, это основание для создания администрации президента специальной комиссии с целью изучения возникшей проблемы с внесением соответствующих рекомендаций. Второе. Реформа системы межбюджетных отношений. Очевидно, что текущая система межбюджетных отношений не стимулирует акиматы всех уровней к созданию собственной базы развития малого и среднего бизнеса. Регионы слабо мотивированы на поиск дополнительных источников доходов. Со следующего года в распоряжение регионов передаются дополнительные налоговые поступления от малого и среднего бизнеса, но в течение 3 лет регионы не будут получать налоги от доходов, как я уже сказал. Но мы будем помогать регионам. Считаю, что принятые меры недостаточны. Назрела необходимость пересмотра организации бюджетного процесса на всех уровнях. Большую роль в этой работе должно сыграть реальное вовлечение населения в формирование местных бюджетов. Районный, городской и сельский уровни власти должны стать экономически более самостоятельными в решении задач местного значения. Их права, обязанности и ответственность следует четко урегулировать в законодательных актах. Третье. Управляемая урбанизация и единая жилищная политика. Принятые ранее законы о статусе столицы и об особом статусе города Алматы сыграли свою позитивную роль, но сегодня нуждаются в совершенствовании. Необходимо расширить компетенции акиматов 3 самых крупных городов, в том числе и в области градостроительной политики, транспортной инфраструктуры, формирования архитектурного облика. Большое количество населения городов республиканского значения – это уже не предмет гордости, а основание для обеспокоенности с точки зрения полного обеспечения социально-экономических потребностей жителей. Мы наблюдаем перенаселенность крупнейших городов, в то же время нехватку людских и трудовых ресурсов в таких городах, как, например, Павлодар и Петропавловск, где создаются надлежащие условия для приема новых жителей. Правительство должно принять действенные меры по управлению миграционными процессами. В своей предвыборной программе я отметил необходимость разработки единой жилищной политики. Основной принцип – повышения доступности жилья, особенно для социально уязвимых слоев населения. Правительству необходимо разработать единую модель жилищного развития в стране, отойти от практики принятия разрозненных между собой программ. Например, в рамках программы 7-20-25, которая изначально предполагалась как социальная, средний уровень семейного дохода заемщика должен составлять около 320 тысяч тенге в месяц. Людям с небольшим уровнем доходов участие в ней оказалось не по карману. Поэтому в этом году по инициативе Елбасы запущена новая программа «Бақытты отбасы» с льготной ставкой 2% и первоначальным взносом 10%. Это весьма выгодные условия. До конца года не менее 6 тысяч семей приобретут жилье в рамках этой программы. В первую очередь многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. С 2020 года 10 тысяч таких семей ежегодно будут обеспечиваться жильем. Правительству следует определить четкие критерии для участия в программе и обеспечить ее жесткое администрирование. Поддержка должна предоставляться исключительно тем, кто в ней действительно нуждается. Мое поручение правительству в течение 3 лет – решить вопрос предоставления жилья малообеспеченным многодетным семьям, стоящим в очереди. Их у нас около 30 тысяч. Гражданам, которые не располагают доходами для приобретения жилья в собственность,
надо дать возможность проживания на условиях социальной аренды. На эти цели к 2022 году государством будет выделено свыше 240 миллиардов тенге. Следует разработать новые меры вовлечения частного бизнеса в эту работу, задействовать механизмы государственно-частного партнерства. Люди недовольны непрозрачным процессом формирования и продвижения очередности при предоставлении акиматами социальных квартир. Правительству до конца года следует создать единую национальную систему учета очередников на арендное жилье, а также на получение льготных жилищных займов по программе «Бақытты отбасы». Несмотря на снижение износа коммунальных сетей с 65% до 57%, данный показатель остается высоким. Кроме того, из 78 тысяч многоквартирных домов более 18 тысяч требуют ремонта. Необходимо выделить регионам не менее 30 миллиардов тенге за 2 года в виде бюджетных кредитов на модернизацию и ремонт жилого фонда. Я поручаю правительству предусмотреть данный механизм, жестко контролировать эффективность освоения этих средств. Бюджеты развития регионов к 2022 году превысят 800 миллиардов тенге. Поручаю акимам совместно с местными маслихатами обеспечить направление половины этих средств на софинансирование модернизации ЖКХ и решение актуальных социальных проблем жителей регионов. Четвертое. Развитие инфраструктуры. Очевидно, что жители различных регионов страны имеют разный уровень доступа к чистой питьевой воде, природному газу, транспортной инфраструктуре. Необходимо активизировать работу по нивелированию этого неравенства. По поручению Елбасы заканчивается строительство первой очереди магистральной сети газопровода Сарыарка. Со следующего года будет начата работа по строительству распределительных сетей в городе Нур-Султан и Карагандинской, а в дальнейшем в Ахмолинской и Северо-Казахстанской областях. На эти цели государство выделяет 56 миллиардов тенге. В результате более 2 миллионов 700 тысяч человек получат доступ к природному газу. В течение следующих 3 лет будет выделено порядка 250 миллиардов тенге на обеспечение наших граждан чистой питьевой водой и услугами водоотведения. В поле зрения исполнительной власти должна находиться полная, качественная реализация программы «Нурлы-Жол». Это стратегический проект, благодаря которому действенная модернизация затронет всю транспортную инфраструктуру. На эти цели до 2022 года государство вложит более 1 триллиона 200 миллиардов тенге инвестиций. Правительство и раньше выделяло огромные средства, но они в подавляющем большинстве ушли в песок, а точнее сказать, в карманы чиновников. Однако чистой воды, дорог и прочей инфраструктуры так и не хватает. На этот раз правительство и парламент вместе со счетным комитетом должны обеспечить абсолютную эффективность использования бюджетных средств. Правительству необходимо активизировать работу по улучшению экологии, расширению использования возобновляемых источников энергии, культивированию бережного отношения к природе. В этом отношении одобрение заслуживает кампания «Бірге таза Казахстан», которую нужно продолжить. Парламенту предстоит обсудить и принять новую редакцию экологического кодекса. В целом, правительство в предстоящий период должно повысить эффективность своей деятельности. Казахстанцы ждут конкретных результатов. Құрметті отандастар, біз елімізді реформалаудың жаңа кезеңіне қадам бастық. Осы маңызды міндеттерді сапалы орындауымыз керек. Еліміздің әрбір тұрғыны оң өзгерісті сезінуі тиіс. Мен мемлекеттік органдардан жұмысты жедел атқарып, нақты нәтижеге қол жеткізуді талап етемін. Реформаны тек реформа үшін жүргізуге жол берілмейді. Әрбір министрде және әкімде нәтижелі жұмыстың негізгі көрсеткіштерінің тізімі болуы тиіс. Сол арқылы олардың нақты мақсатқа қол жеткізу деңгейі анықталады. Үкімет мүшелеріне, мемлекеттік органдар мен өңірлердің, мемлекеттік компаниялардың және мекемелердің басшыларына тиісті реформаның жүзеге асырылуы үшін дербес жауапкершілік жүктеледі. Осыған байланысты
жақында тиісті жарлыққа қол қойдым. Бұл жарлықтың аясында елдегі ахуал, соның ішінде аймақтардағы халықтың жағдайы сауалнама негізінде нақты бағаланатын болады. Үкіметтің әлеуметтік және экономикалық саясатқа жауапты құрылымдары қоғамның қажеттіліктеріне сәйкес алдын ала нақты жұмыс жүргізу қажет. Бұл үшін бақылау, талдау және болжау жүйесін неғұрлым күшейту керек. Сондықтан депутаттарымыздың өтінішіне орай парламент жанынан заңнаманы зерделеу және сараптау институтын құру жөнінде тапсырма беремін. Аталған құрылым заңдарымыздың сапасын арттыруға ықпал етуі тиіс. Қадірлі қазақстандықтар, халқымызды толғандыратын барлық мәселелер бізге белгілі. Осыған орай ахуалды жақсарту үшін іс-қимыл жоспары әзірленіп жатыр. Бізге зор жауапкершілік жүктеліп отыр. Мен ел тағдырына жаны ашитын әрбір азаматқа зор сенім артамын. Қазақстан ортақ шаңырағымыз. Мен бәріңізді мерейлі мекенімізді өркендетуге үлес қосуға шақырамын. Сындарлы қоғамдық диалог, татулық пен тұрақтылық негізі. Ұлы Абай өзінің 6-шы қара сөзінде бірлік ақылға бірлік дегенін білесіздер. Елбасымыздың ел бірлігі ең асыл қасиет деген қанатты сөзі біздің айнымас қағидамыз. Береке мен бірлік, ақыл мен парасат халқымызды үнемі алға бастап келеді. Бағытымыз айқын, жолымыз ашық. Бәріміз бірге болсақ, еліміз бұдан да зор табысқа жетеді деп сенемін. Баршаңызға амандық, табыс тілеймін. Рахмет. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, сізге барлық депутаттық корпус атынан 5-ші сессиямызды ашып, парламент, үкімет және атқарушы органдардың алдында негізгі бағыттарды белгілеп берген үшін алғысымызды білдіреміз. Құрметті депутаттар, осымен парламент палаталарының бірлескен отырысы жабық деп жариялаймын. Рахмет, сау болыңыздар.